Зарубежные компании покинули российский рынок. Следом последовали предложения остатков брендовых вещей за бесценок, билеты на закрытие распродажи и не только. В общем, прогнозы экспертов на увеличение случаев мошенничества на фоне санкций оправдались. Мошенники помимо проверенных старых схем начали внедрять новые. Теперь предлагают свои услуги в качестве агентов по операциям для санкционных банков, совершения покупок на зарубежных сайтах. Вот и начали поступать новые жалобы граждан ежедневно к правоохранителям и в Роспотребнадзор. Самое сложное то, что покупатели перечисляют средства и проводят операции с совершенно непроверенными лицами и сайтами. Это значительно усложняет процедуру выявления злоумышленников, отмечают надзорные органы. Потребители во многом при приобретении того или иного товара в сети интернет не обращают внимания на некоторые моменты. Дело в том, что при приобретении в сети интернет нужно учитывать, что лицо, которое реализует ему эти товары, он должен полностью идентифицировать свои данные, чтобы потребитель хоть знал, к кому он может в дальнейшем обратиться за расторжением данного договора. Также на фоне последних событий и падения рубля жители региона начали испытывать сложности с дистанционными покупками, а именно проблемы с доставкой, возвратом и качеством. С утра в управление Роспотребнадзора поступили еще 2 жалобы. Один из обратившихся не может оформить возврат на известный российский сайт. Товар не соответствовал заявленному качеству. Ну а модераторы находят разного рода отговорки, чтобы не проводить операции. Есть товары, как мы знаем, которые подпадают под перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену. Есть такой перечень, как мы все знаем. Дело в том, что данный перечень он не распространяется именно на дистанционную продажу. То есть там действуют непосредственно другие нормы права. Оказалось, что подрывают свою репутацию мошенническими действиями и нарушениями прав потребителей теперь даже крупные сетевые магазины. Так, в одном из обращений потребителя в надзорные органы указано, что вместо обещанных и оплаченных 2 товаров он получил только 1. А историю операции модераторы сайта удалили из личного кабинета. И такого рода странных историй за последние несколько недель накопилось достаточно. Когда потребители приходили к нам в управление, писали обращение о том, что они заказывали 1 товар, а приходит буквально бумага, просто сплошная бумага. Человек заказал определенный товар с определенными техническими характеристиками, а приходит просто бумага для веса. То есть это подпадает под уголовное судопроизводство. В таких случаях сотрудники Роспотребнадзора перенаправляют обращение в Министерство внутренних дел. Возможность провести свои махинации у мошенников появляется за счет незнания потребителями правил оформления дистанционного заказа. Очень важно также обращать внимание на условия доставки товара. Если организация долго не доставляет покупку или этой продукции в принципе нет, они обязаны расторгнуть договор и вернуть деньги. В противном случае потребителю следует обратиться в правоохранительные органы. В случае, если товар он не получил, то он может отказаться в любое время от товара, то есть который он заказал посредством дистанционной торговли. В случае, если он данный товар получил и хочет отказаться от данной покупки, то в течение 7 дней он имеет право отказаться от данного товара. Однако сотрудники Роспотребнадзора подчеркивают, есть мошенники, которые пользуются моментами, а есть случаи, когда компании не могут вовремя доставить заказ из-за сложностей с логистикой сложившейся ситуации. А после закрытия зарубежных интернет-магазинов многие не успели получить свои заказы, а кто-то оформить возврат. Дело в том, что даже если он закрылся, с него ответственность не спадает. Почему? Потому что если он не может доставить товар по той или иной причине, то он должен расторгнуть договор купли-продажи и возвратить денежные средства потребителю. А если потребитель хочет вернуть свой товар в течение положенного времени, что делать? Роспотребнадзор выступает медиатором, можно сказать, действует претензионный порядок. Возмещение денежных средств, вся прерогатива это лежит на судебном органе. Только судом может быть вынесено решение о возмещении денежных средств.
Роспотребнадзор Ингушетии призывает потребителей быть внимательными и обращать внимание на все детали оформления дистанционного заказа. Правила, по которым будет идти дальше международная интернет-торговля, пока непонятны, поэтому представители Национального союза защиты прав потребителей призывают отказаться от предоплаты и отдавать деньги только когда товар будет на руках. Также злоумышленники начали предлагать защитить вклады или инвестиции, купить валюту или перевести сбережения на якобы безопасный счет. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.